Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 9 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас. Посмотрите, 3 старших аркана выпадают у нас в центр дня. Отношения, работа, финансы и итог дня. Итак, карта Луна у нас выпадает как карта дня. А это значит, что у нас многое будет зависеть от настроения, от того, насколько комфортно мы себя чувствуем, насколько нам приятно с теми людьми, с которыми мы рядом. Это люди, с которыми мы работаем, это люди, с которыми мы вместе живем. И эта карта также часто показывает еще желание как-то творчески провести день, как-то реализовать себя, вот сделать то, что просит наша душа. А также хорошее время для того, чтобы определиться с какими-то желаниями, которые касаются нашей семьи, касаются друзей, близких людей. Может быть, решить вопросы с недвижимостью, да, в общем, но эта недвижимость не новая какая-то недвижимость, да, а это недвижимость, допустим, связанная с родителями, с родиной, да, то есть это какие-то старые здания, которые мы либо продаем, либо покупаем. Это может быть просто земля, которую мы приобретаем для того, чтобы, допустим, построить на ней дачу или там гараж поставить или еще что-то такое. То есть вот эти вопросы тоже могут решаться сегодня. Но так как это просто у нас прогноз на день, может быть здесь вопросы, связанные с какими-то каждодневными делами домашними, да, может быть родители, дети, общение, может быть здесь приобретение каких-то необходимых вещей на каждый день, там еды, приготовление еды, может быть кто-то будет заниматься кухней, допустим, уборка на кухне, да, или какой-то ремонт в кухне, или, может быть, покупка новой кухни, установка кухни и так далее. То есть вот по Луне очень часто вот предметы для кухни мы приобретаем, либо кухней занимаемся. А также карта говорит о том, что мы можем сегодня что-то найти потерянное, потому что Луна у нас обычно как бы возвращает нам то, что мы когда-то потеряли. А также эта карта связана с желудочно-кишечным трактом. Вот если у вас какие-то сложности, да, с желудком, то сегодня очень хорошо будет помогать лечение или будет какая-то информация приходить. Посмотрите, вот как раз здесь у нас такой доктор, да, который нам приготавливает какой-то раствор, какую-то микстуру для того, чтобы мы выпили и выздоровели, да. Вот, и в принципе вот хороший день для того, чтобы выздоравливать, для того, чтобы правильно определить диагноз, для того, чтобы понять, как правильно лечиться, а для кого-то это даже может быть уже и излечение, исцеление. А также карта говорит о том, что может быть окончено какое-то важное дело. Знаете, оканчивается не просто, чтобы начаться в каком-то новом качестве, а заканчивается, чтобы вообще больше не возвращаться, да, то есть к этому. То есть это действительно какая-то такая жирная точка в делах, касающихся дома, семьи, недвижимости и так далее. Что еще важно по этой карте? Может быть, ремонт кто-то будет делать дома, может быть, работа на дому у кого-то, да, очень важно. Бывает, вот тем более рядом карта колесницы, вполне возможно, что возвращение домой из командировки, допустим, или наоборот, кто-то поедет в командировку. Но, скорее всего, не очень хочется, потому что что-то дома как бы жалко оставлять, или что-то тянет вот дома остаться, а ехать надо. Вот что-то такое может быть. Что еще здесь важно? Кто-то, может быть, кстати, строительством дома заниматься будет, да, может быть, решаться какие-то вопросы. Вот, допустим, вы никак не могли получить разрешение, да, вот сегодня можно получить разрешение на строительство. Давайте посмотрим, что будет помогать. Будет помогать старший аркан колесница, то есть карта очень быстрого
выхода из сложной ситуации, карта быстрого прояснения каких-то обстоятельств, карта разговора, когда мы выводим на разговор человека, от которого вот хотим узнать какую-то важную информацию. Если, допустим, от нас что-то было скрыто, вот сегодня мы можем это узнать, и это очень хорошо, в принципе, действовать таким образом, да. Ну, вообще, карта, которая говорит о том, что нужно позаботиться о себе, позаботиться о своем самовыражении, о реализации каких-то своих творческих способностей. Если вы хотели куда-то учиться ехать, замечательно. Если вы хотели, допустим, улучшить как-то свое материальное положение, опять же, вот для того, чтобы лучше обеспечивать свою семью, да, опять же, это хорошо. В общем, карта такой, знаете, такого быстрого действия, да, и плюс еще эта карта говорит о том, что могут быть, знаете, выяснение отношений таких, да, кто в семье главный. Вот карта говорит о том, что тот, кто берет на себя ответственность за семью, тот и главный, да, вот. Если вот спор такой возникнет, то лучше его не, ну, как можно быстрее, в общем, из него выходить. Что будет мешать? Будет мешать старший аркан умеренность. То есть не нужно стараться все оставить как есть, не нужно стараться все сгладить, не нужно стараться, чтобы все было там по линеечке, все как положено, да. Вот, и еще нужно быть очень осторожным. Вот так как домашними делами тут будем заниматься, да, нужно быть очень осторожным, чтобы ничего не разливать, не рассыпать, да, потому что можем вполне тут как бы такой погром устроить у себя в доме. То есть карта говорит о том, что нужно стараться как-то по-новому действовать, быстро выходить из ситуации и не терпеть то, что терпеть нельзя. Посмотрим, что будет для личных отношений. Да, здесь выпадает паж жезлов. Карта говорит о том, что нужно будет учиться отстаивать, может быть, какие-то свои интересы, да, свою позицию, свое право на какие-то свои собственные личные желания, на свое собственное развитие и так далее. Может быть, будут касаться вопросы детей, их обучения, их поездок и так далее, здоровья. Посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Десятка пиковая говорит о том, что вполне возможно вы можете познакомиться с человеком младше себя, либо это человек, который только начинает свой жизненный путь, может быть, недавно устроился на работу, допустим, только закончил обучение, да, и вот учится чему-то новому, либо просто поменял какую-то работу, еще не очень устойчиво себя чувствует. Но это человек, у которого большие амбиции, да, он может многого добиться. Человек, который любит себя показать. Теперь посмотрим, что ждет тех, у кого уже есть пара. Дама червовая. Да, здесь опять же карта говорит о том, что будут решаться вопросы с домом, с детьми. Может быть, переезды какие-то даже, да, поездки на родину. Может быть, какие-то неожиданные новости, связанные с домом. Ну, какое-то улучшение ситуации. Видимо, вот если у вас были какие-то непроясненные вопросы, вы сможете договориться. И если у вас действительно есть какие-то свои личные цели, желания, вы сможете убедить своего партнера в том, что вам это необходимо. То есть договоритесь, и ситуация будет сглажена, да, то есть улучшение ситуации произойдет. Для тех, кто в ссоре, девятка пиковая, карта говорит о том, что, скорее всего, ваш партнер и вы будете стоять на своем и не захотите брать на себя ответственность за ссору, скорее всего, пока что нет примирения. Либо рекомендация просто повременить, не сегодня, да, мириться. Работа, тройка мечей. Карта говорит о том, что в работе нужно будет все структурировать, нужно будет действовать по инструкции, даже если будет не хотеться, да, допустим, будут у вас свои желания, свои взгляды на что-то, но есть порядок, есть инструкция, и вот нужно действовать таким образом. Кроме того, может быть, нужно будет сразу там 3 дела, допустим, за один день сделать.
или получить большое количество информации. В общем, карта очень такая напряженная, могут быть какие-то несогласия с теми, с кем вы работаете. Для тех, кто в поиске работы, вы вполне можете найти работу, которой когда-то уже занимались. Вот одна из того, что вы уже когда-то делали, причем это может быть надолго и с довольно-таки хорошей оплатой. Для тех, кто уже работает, валет трефовый в добавление к тройке мечей говорит о том, что, знаете, будьте осторожны, не высказывайте свое какое-то критическое мнение, да, потому что может быть даже какой-то спор очень серьезный, который может повлиять даже на ваше увольнение, да, то есть либо вы можете, знаете, как-то психануть, да, и там написать заявление об уходе, или еще что-то такое, знаете, вот то, что не ожидают от вас, и то, что не ожидаете вы сами. В общем, лучше сегодня таких неосторожных шагов не делать, потому что вот сегодня как-то все слишком. Или, может быть, знаете, может быть, ваше руководство будет слишком загружать вас делами, и вот слишком много вы вкладываете в деятельность, что это вас может начать раздражать, и вы можете вот как-то высказаться, да. Так, достану еще одну карту. Но лучше все-таки находить компромиссы, да, лучше все-таки здесь не устраивать споров, скандалов и так далее, да, не делать каких-то резких движений. Может быть, и нужно сказать, да, но если получится у вас... Если вы еще не затянули ситуацию, если у вас еще не кипит гнев внутри, да, то можно как-то потихонечку это все сказать дипломатично. Если же нет, то лучше отложите выяснение на следующий день. Для тех, у кого свое дело, восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что может быть сегодня какие-то сложности в делах, что-то не получается, приходится искать какие-то обходные пути, приходится искать человека, который какую-то бумагу подпишет, да, или даст какое-то разрешение. Что-то с документами, возможно, здесь будет нужно, может быть, заполнять, заказывать какие-то документы, оплачивать или еще что-то такое. Также карта говорит о том, что, может быть, будут какие-то задержки, да, вот, допустим, приходится долго ждать что-то. Или, может быть, кто-то откажет. Допустим, обратились к одному, ко второму, к третьему, и везде отказ в каком-то важном для вас деле. Так вот, карта говорит о том, что не просто так, это вот действительно сегодня как будто бы неблагоприятный день. Нужно просто подождать, в другой день заняться этими делами. Вот если вот сталкиваетесь с тем, что что-то не ладится, стопорится, да, то лучше даже и не делать сегодня, лучше переложить на другой день. В деньгах выпадает карта дьявола, очень хорошая для денег, но она говорит о том, что деньги приходят только заслуженно, если мы трудились терпеливо, да, кропотливо, если много от себя требовали, если мы осуществляли какие-то свои высокие цели, если мы хороший профессионал, то тогда деньги приходят. А для тех, кто на зарплате, возможно, как раз это будет либо день зарплаты, либо какая-то единоразовая выплата. Или, может быть, по этой карте может быть перемена какая-то в оплате. Ну, судя по дьяволу, это, скорее всего, будет положительная перемена, то есть увеличение дохода. Для тех, кто зарабатывает своим делом, десятка бубновая. Карта говорит о том, что у вас либо деньги приходят как бы на счет вашего бизнеса, да, или на карту, то есть не наличные, либо у вас здесь, в общем, от каких-то профессиональных навыков очень глубоких могут приходить деньги. Может быть, от обучения, может быть, недавно вы чему-то научились, да, это тоже дает какой-то уже поток новых денег. И, может быть, даже, знаете, какой-то вот сюрприз неожиданный, да, по деньгам. Довольно-таки крупная сумма денег может прийти по этому 15-му аркану.
Теперь, что будет в итоге дня? Двойка жезлов. Карта говорит о том, что вы, в принципе, уже сталкивались с такими ситуациями, которые сегодня происходят. То есть вы их повторяете. Если вы раньше, допустим, не справились, были трудности, сложности, или, допустим, отказались от чего-то, да, то вот сегодня вы, скорее всего, повторили этот результат. Если же вы тут добились успеха, то сегодня тоже будет успех у вас. То есть здесь какой-то повтор ситуации идет. Это раз. И плюс вы будете делиться, скорее всего, с близкими людьми своей радостью, да, вот тем, что у вас получилось. Вы будете это обсуждать. Двойка жезлов у нас астрологически связана с Марсом в Овне. То есть какие-то вот достижения благодаря вашему упорству, настойчивости, благодаря тому, что вы поставили какие-то высокие цели, действовали, да, то есть и у вас, конечно же, вот результаты, которые вы получили, они вас радуют, и вам хочется с кем-то поделиться, да, вот такое вот ощущение в конце дня. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!